Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Джогор Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Сыранову Самату Куштобековичу. Саламатсыздар, уважаемый Төрага, уважаемый судьи Конституционного суда, уважаемую сторону. Джогор Кенеш Кыргызской Республики, проанализировав ходатайство в рамках соединенного производства Алмазбека Тилека Алмазбековича, Пхуатбека Кутман Бахтыбековича и Гарыкова Тимура Жеңишбековича, представляющий интересы общественного объединения правозащитного движения «Бедуины Кыргызстан», и считать приведенные в нем доводы необоснованным, мотивирование обращая стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В качестве высшей ценности Конституции Кыргызской Республики провозглашает человека, ее права и свободу. В демократическом правовом государстве цензура призвана обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность страны, стабильность государства и политического строя при условии соблюдения прав и свобод человека. Понимание цензуры как хорошего или плохого зависит от содержания и точки зрения. В некоторых случаях цензура может быть необходимой для защиты общества. Это может предотвратить распространение вредных, ложных или неприемлемых взглядов. Но иногда цензуру воспринимает как нарушение свободы выражения и доступа к информации. Необходимо отметить, что органы государственной власти должны контролировать и ограничивать информацию, которая призывает к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства, и к пропаганде войны, насилия и жестокости, к разжижению национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды, к национальной или сословной исключительности и нетерпимости. Также не допускается включение в фильм сцен порнографическое содержание. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конституции Кыргызской Республики цензура Кыргызской Республики не допускается. Вместе с тем, согласно пункту 4 этой статьи Конституции Кыргызской Республики, в целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественного сознания народа Кыргызской Республики могут ограничиваться законом. Как в правовом демократическом государстве, право и свобода человека относятся к высшим ценностям. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов местного самоуправления и их должностных лиц. А также в части 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения и защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерным указанным целям. Абзацом 2 части 3 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики предусмотрен запрет на принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободу человека и гражданина. Это означает, что ограничения не предусмотрены Конституцией Кыргызской Республики и законами и не могут вводиться подзаконными нормативными правовыми актами. И в силу этого ограничения, предусмотренные Конституцией Кыргызской Республики и законами, могут содержаться подзаконных нормативных правовых актах. Любые ограничения должны преследовать конституционно значимые цели и должны быть продиктованы необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей, а также должны обеспечить необходимый баланс между интересами личности, государства и общества. Данное понимание способствует достижению выполнения принципа соразмерности вводимых ограничений, указанных высшим целям. Тем самым при ограничении права и свобод человека гражданина Конституции Кыргызской Республики требует соблюдения строго установленных условий. Ограничения должны быть предоставлены строго определенной правовой форме, закона. Ограничения могут быть допустимы только если она служит определенным целям, указанным Конституцией Кыргызской Республики. В то же время в силу части 3-4 статьи 23 Конституции закона не могут устанавливаться ограничения прав и свобод человека в иных целях и в большой степени, чем это предусмотрено Конституцией. Более того, ограничения не могут вводиться подзаконным нормативным правовым актом, тем самым очерчивая жестокие рамки, строго определенные процедуры введения возможных ограничений. Основной закон считает недопустимым произвольные и несоразмерные ограничения прав и свобод человека и гражданина. Данное конституционное установление соотносения с положением всеобщей декларации прав человека
устанавливающий, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния и демократического общества. Кинематография Кыргызской Республики, являясь неотъемлемой частью культуры и искусства, должна сохраняться и развиваться при поддержке государства. Закон Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики определяет основные направления деятельности государства по сохранению и развитию кинематографии и устанавливает порядок ее государственной поддержки. В соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики, государственная политика в области кинематографии основана на следующих принципах. Первое. Обеспечение государством гарантии сохранения и развития кинематографии Кыргызской Республики, являющейся неотъемлемой частью культуры и искусства Кыргызской Республики. Второе. Ответственность государства за сохранение и развитие кинематографии как единой системы, включающей в себя производство, прокат и показ кино-видео фильмов. Третье. Закрепление за республиканским органом исполнительной власти в области кинематографии всех государственных кино-видеопроизводящих, кино-видеопрокатных, кино-видеозрелищных предприятий и организаций, находящихся на территории Кыргызской Республики, в том числе переданных в коммунальную собственность. Четвертое. Признание кинематографии области культуры и искусства обязательным условием существования которой является постоянное развитие творческой, образовательной, производственной, технической, научной и информационной базы. Пятое. Обеспечение сохранности национального фильм-фонда, предоставляющего историко-культурную художественную ценность. Шестое. Осуществление прав и свобод граждан в создании и использовании произведений киноискусства. Седьмое. Создание населению условий для доступа к произведениям кинематографии. Согласно статье 5 вышеуказанного закона, цензура аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона. Статья 6 вышеуказанного закона установлено, что концепция фильма не должны призвать к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства, к пропаганде войны, насилия и жестокости, к разжиганию национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды, к национальной или сословной исключительности, нетерпимости, не допускается включение в фильм цен порнографического содержания. Георгиевич Кыргызской Республики в целях уточнения и устранения противоречий законодательства в сфере кинематографии 10 января 2018 году был принят закон Кыргызской Республики о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. Также в целях исключения противоречий между 5 и 6 статьями закона, частью 2 статьи 5 внесены изменения в том, что цензура аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона. Часть 1 статьи 6 изложена в следующей редакции. Концепции фильма не должны призвать к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета территориальной целостности государства, пропаганде войны, насилия, жестокости и разгружению национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды, к национальной или сословной исключительности и терпимости. Не допускаться включения в фильм цен порнографического содержания. Этот закон опубликован в газете «Эркинто» от 27 февраля 2018 года за номером 17. И утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 14 октября 2016 года за номером 551 было принято положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности. Настоящее положение устанавливает порядок отнесения аудиовизуальных произведений категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности, предназначенных для проката на территории Кыргызской Республики. Определение категории аудиовизуальных произведений как порнографических или иных запрещенных видов результатов творческой деятельности возлагается на межведомственную экспертную комиссию по
отнесения аудиовизуальных произведений категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности, порядок работы который определяется настоящим положением. На основании изложенного считаем, что оспариваемая часть 2 статьи 5, абзац 1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики не противоречит части 2 статьи 10, частям 1-2 статьи 32, части 1 статьи 33, частям 1-2 статьи 48, части 1 статьи 63 Конституции Кыргызской Республики. Руководство статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Алмазбекова, Куатбекова, Рыкова о проверке конституционности части 2 статьи 5 и 1 абзаца статьи 6 Закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики оставить без удовлетворения. Спасибо. Всё.